Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Сегодня отмечаем великое торжество, очень важный праздник Вознесения Господне, 40 дней с дня Пасхи, воскресения Иисус вознесся на небо. Очень важное событие. Там, что это за событие, еще поразмышляем во время проповеди. А сейчас вверяем Богу наши интенции, молимся Божьей благодати, здоровья, Святого Духа для Казимиры в день рождения, для Максима в день рождения, о даре здоровья для Юлии, благополучного путешествия с Богом для Анфисы, о даре здоровья для Илии, веряем всю их семью. Молимся также за усопшего Валентина, 8 лет после смерти. Веряем Богу все наши интенции, с которыми каждый из нас участвует в этой мессе и в начале Святой Мессы. Попросим прощения за все наши грехи. Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную и Деву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй.
Помолимся. Боже, Сын Твой ныне перед апостолами вознесся на небеса. Молим Тебя, соделай, чтобы по своему обетованию Он всегда оставался с нами на земле, а мы удостоились жить с Ним на небесах. Он живет и царствует с Тобою в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Чтение деяний святых апостолов. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Слово Божие. Бог вознесся в славе, Господь при звуке труб нам. Бог вознесся в славе, Господь при звуке труб нам. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Бог вознесся в славе, Господь при звуке труб нам. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке труб нам. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте. Бог вознесся в славе, Господь при звуке труб нам. Ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем. Бог вознесся в славе, Господь при звуке труб нам. Чтение послания святого апостола Павла к Ефесянам.
Братья, Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Слово Божие. Аллилуйя, 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 идите, научите все народы, говорит Господь, и я с вами во все дни до скончания века. Аллилуйя, аллилуйя, Господь с вами. И с Духом Твоим. Окончание Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи! В то время 11 учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Вознесение Господне. Что ж это за событие? Что это за праздник? Какое значение имеет это событие для нас, в нашей жизни, в нашей вере? Можно сказать, это праздник веры. В этот день началась вера. Вера в Иисуса Христа. Потому что вера начинается тогда, когда не видим, когда не можем доказать разными нашими чувствами, органами чувств. И мы должны принять то, чего мы, например, не видим. Так как Иисус сказал Фоме: «Блаженны не видевшие, а уверовавшие». Ты поверил, потому что увидел. Это уже даже трудно сказать «поверил». Он просто увидел, он уже узнал. А в этот момент, когда Иисус вознесся на небо, уже никто больше его не видел как человека. До этого момента люди могли увидеть Иисуса, прикоснуться к Нему, услышать Иисуса как другого человека. В этот момент Иисус вознесся на небо, и мы начинаем уже верить. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Но Иисус не ушел
Иисус не исчез. Он сам говорит последние его слова, которые сказал как человек на земле. Последние его слова: «Я с вами во все дни до скончания века». Это последнее слово Иисуса: «Я с вами во все дни до скончания». По-моему, еще не было конца света и конца этого мира. Еще живем в этом мире, существуем, значит, конца света еще не было. Если не было конца света, значит, Иисус говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». Значит, до конца света я с вами во все дни. Значит, сегодняшний день Иисус тоже имел в виду. Сегодняшний день, 14 мая, также входит в этот все дни до скончания века. Он сегодня с нами, Он сейчас с нами. Значит, это не так, что Он ушел, что Он исчез. Это не праздник того, что мы расстались с Иисусом. Наоборот, Он стал еще ближе нас, но по-другому. Он стал близко нас, еще ближе, потому что мы можем быть в разных местах и с Ним встречаться. Если бы подумать сегодня, в каких местах на земле сегодня совершается святая месса. И в каждой святой мессе Иисус приходит к нам. Это самый такой близкий контакт и форма Его присутствия. Но Он также присутствует в Своем Слове. Он приходит к нам в Своем Слове. Во время мессы есть как бы две формы, когда мы видим Иисуса, принимаем, встречаемся с Ним. Одно в Его Слове, одно в Евхаристии, два стола. В этом Слове Иисуса можем встретить Его еще больше, чем в Евхаристии, ибо даже те, которые не присутствуют на Евхаристии, могут Иисуса встретить в Его Слове. Если через веру встречаемся с другими людьми, помогаем бедным и нуждающимся, их стараемся увидеть в этих людях Иисуса, по Его словам, все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, мне сделали, можем увидеть одного, в каждом человеке увидеть Иисуса, мы еще можем встретиться больше с Ним. Плюс то, что в каждой молитве, когда призываем Его, Он с нами. Он с нами во все дни до скончания века. Поэтому это день не когда мы с кем-то прощаемся, не то, что мы расстаемся с Иисусом, а то, что мы, наоборот, еще ближе, еще больше начинаем быть с Ним, а Он с нами. Я с вами во все дни до скончания века. Мы сейчас с этого момента видим Иисуса через веру. И от нашей веры зависит, как будет выглядеть эта наша встреча. Верим ли мы в то, что Иисус присутствует при святых дарах? Верим ли мы, что сам Иисус говорит нам в Своем Слове? Верим ли мы, что Иисус присутствует в другом человеке? Другое то, что в этот день мы можем и должны осознать, и что нам Иисус показывает, это то, что наша жизнь не заканчивается жизнью на земле. Иисус вознесся на небо, и в другом месте также помним эти слова, как Иисус сказал: «Иду к Отцу моему, иду приготовить вам место, когда приготовлю, приду, возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я». Значит, не только Иисус вознесся на небо, а мы с Ним вознесемся на небо. Мы, наша цель нашей жизни, наше место, наша отчизна, наше настоящее, постоянное место жительства — это не Царство Небесное, это Дом Отца. И Иисус обещал, что придет и возьмет нас к себе. И очень важно, чтобы мы осознали в этот день вознесения Иисуса на небо, что наша цель нашей жизни — это Дом Отца, это Царство Небесное, это жизнь вечная. Наша жизнь не заканчивается в момент смерти.
можно сказать, в какой-то степени наша жизнь только начинается в момент смерти. Жизнь не вечна, жизнь не с Богом. Поэтому Иисус, можно сказать, долго на земле не задерживался. Иисус пришел на землю, стал человеком, чтобы нас спасти, чтобы мог страдать так, как мы страдаем. Он стал человеком. И каким было 33 года, умер на кресте, воскрес. И 40 дней после этого Он вознесся на небо. Сделал, что должен был сделать, выполнил миссию, которую, веруя Ему, Отец, спас нас и вернулся в дом Отца. Для Него не главным было то, что на земле, а главное то, что быть с Отцом. Хотя все верующие, также Его ученики, думали, что Он Мессия. Когда читали пророчество, что придет Мессия, все ожидали пришествия Мессии, Спасителя. Все думали, что это будет Мессия в таком измерении человеческом. Поэтому даже в этот день, даже сейчас, когда Он уже уходит к Отцу, казалось бы, Его ученики все уже понимают, все уже поняли, 3 года были с Ним, потом участвовали, видели Его смерть и воскресение, встречались с воскресшим живым Христом. И в этот день, когда Он уходит на небо, они задают Ему вопрос: «Не все ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Они все время думали, что это будет такой земной царь. Евреи до сих пор мечтают, что это пророчество так сбывается, что половина земли это будет Израиль, царство Израиля. До сих пор есть такие евреи, которые мечтают, что это когда-то сбудется, что Израиль будет империей. И они так себе представляли Мессию. Они не понимали, что это совершенно другое измерение, что это не на земле, что Его царство на небесах. И даже в этот день, сначала помним, как Иисус воскресший явился на пути в Эмаус, они такие разочарованные говорят: а мы надеялись было, что Он избавит Израиля. А Он умер. И после Его воскресения вновь в них просыпается это: а может все-таки царство Израиля на земле будет. Опять ничего не понимают. Иисус все время им показывает не здесь царство, на небесах царство. И мы тоже так часто живем, как эти ученики Его, что мы хотим построить себе царство на земле. Мы хотим разбогатеть, мы хотим построить себе дом, а лучше то не один. Некоторые имеют несколько домов в разных местах, как можно было бы жить в нескольких местах одновременно. Но пытаются. Почему бы нет? Можно иметь, например, 12 домов и каждый месяц жить в другом. И очень часто мы все делаем, чтобы на этой земле нам было хорошо. Иногда человек построит себе прекрасный дом, все сделает, и вдруг смотрит, а тут пришла старость, неожиданно совершенно, болячки разные. И что с этим, что я тут сделал? Мы всегда должны думать хорошо. Можно, и это не грех, нормально, достойно жить на этой земле. И хорошо, если так живем, но всегда та мысль: главная цель моей жизни – это дом Отца, Царство Небесное. И об этом нам напоминает Иисус в этом событии. Отец Павел приехал с Ноябрьска, сел в исповедальню, если кто хочет исповедоваться, то я перед мессой не успел.
И то, что важно, Иисус посылает нас. Мы слышим также в этих последних словах: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века». Очень важно, что это последнее задание, которое нам дает Иисус, это то, чтобы мы шли по всей земле. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Значит, не только мы должны принять Христа, и не только мы должны покреститься, и мы должны спастись, а мы должны по всей земле, ко всем людям. Нет такого человека, который не призван был к спасению. Каждый человек должен познать Иисуса Христа. И это задача не только для апостолов, не только для сейчас священников, но для всех христиан. Особенно, когда принимаем крещение, когда принимаем миропомазание для Святого Духа, мы призваны быть апостолами Иисуса Христа, потому что вы встречаетесь с такими людьми, с которыми священник никогда не встретится. И в ваших домах, и где-то на работе, ваши соседи, ваши разные общества, где вы встречаетесь с людьми, вы можете передать веру таким людям, которым священник никогда не передаст веру. И также, чтобы было это понимание, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Имеет великое значение то, что человек сказал, как последние свои слова на земле. И вот такие слова сказал Иисус, последние слова на земле. Это как завещание, чтобы мы шли и передавали эту науку, которую Он нам оставил. То, чему Он учил и научил нас, чему мы научились, принимая Христа, чтобы мы передавали это другим, всем людям, всем народам. И очень такой интересный момент, который сегодня мы дважды слышим в этих чтениях про вознесение Иисуса. Одно в первом чтении — это начало Деяний святых апостолов, 1 глава, и стихи с 1 по 11. И в Евангелии мы даже слышали не как обычно слова Евангелия, чтение Святого Евангелия, а окончание Святого Евангелия. Значит, это сам конец Евангелия. И у всех евангелистов этот конец, последние слова окончания Евангелия — это вознесение Господне. Потому что Евангелие — это, сказать, житие Иисуса, биография Иисуса, а потом заканчивается вознесением. А Деяния святых апостолов начинается вознесением. И тут в Деяниях святых апостолов слышим такие слова, что Иисус собрав апостолов, сказал им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Интересно, что Иисус говорит: идите, научите все народы, идите. И в то же самое время говорит: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите. Значит, идите, но ждите. Нет, идите, но останьтесь. Как будто противоречие. Но это не противоречие, только Иисус говорит: пойдете после того, как получите силу. Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли. Значит, сначала примите силу Духа Святого, а потом пойдете. Прекрасная мысль. Мы очень часто действуем без силы.
И все отлично знаем, что чтобы работать, особенно физически, мы должны позавтракать утром, поесть. Чтобы была сила, нужно нам поесть. А очень часто не заботимся, чтобы была духовная сила, чтобы была сила Духа Святого. Мы не принимаем силы, а идем работать, идем жить, ведем активный образ жизни, а не принимаем силы от Бога. Сначала Иисус оставил их. Сначала подождите, пока не придет Дух Святой, никуда не уходите из Иерусалима, а потом пойдете. Ждали 9 дней, а можно сказать 10. Но считаем 9 дней между Вознесением, 10 это уже было сошествие Святого Духа. Поэтому есть новенна перед сошествием Святого Духа, 9 дней. И разные другие новенны, значит 9 дней. 9 дней ждали в молитве, пребывали в молитве, чтобы принять силу, принять Духа Святого. И мы должны тоже, когда, допустим, начинаем день, чтобы сначала принять силу Духа Святого, значит, помолиться, побыть, не сразу входим в активную жизнь, сначала останавливаемся, сначала принимаем благодать Божию, молимся. И стоило бы так, например, сделать, что не пойду никуда из дома, пока не почувствую, что у меня уже есть сила, что я на этой молитве получил силу. И не перед какой-то работой, большая какая-то работа, дело, какая-то активность наша. Не начну этой активности, пока не получу силы. Буду молиться, пока я не почувствую, что я уже сильный, чтобы начать действовать. Я получил от Бога уже благодать. И тогда, если мы бы так начинали нашу активность, наши действия, как апостолы, проповедь Евангелия, сначала просили о сошествии Святого Духа, а потом, когда получили силу, тогда действовали. Если мы бы так делали, так действовали, гораздо больше мы бы сделали, гораздо лучше мы бы все делали, потому что мы бы делали силой Духа Святого. Я с вами во все дни до скончания века. Важно, чтобы мы это помнили, что Он с нами сейчас, во все дни до скончания века, а потом цель нашей жизни – это не здесь на земле, а цель нашей жизни – это дом Отца на небе. Встанем и исповедуем нашу веру. Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога
Возлюбленные братья и сестры, обратим наш духовный взор к Иисусу Христу, восшедшему на небеса, и с верою воззовем: Христе, услышь нас. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, благослови папу нашего Льва, епископов и весь священнический чин, чтобы они росли в любви и апостольском усердии. Господа просим. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, укрепи Духом Своим всех верных, чтобы словом и жизнью. Господа просим. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, одари все народы светом Духа Своего, чтобы они созидали свое будущее в справедливости и мире. Господа просим. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, пошли Духа Утешителя всем скорбящим, чтобы они освободились от недугов и возрадовались с Тобой. Господа просим. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, даруй детям, ныне впервые встретившимся с Тобою в святом причастии, полноту веры и совершенную любовь. Господа просим. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, укрепи нас самих духом мужества, чтобы мы смело противостояли всему, что отдаляет нас от Тебя. Господа просим. Христе, услышь нас. Помолимся за здоровье Ильи. Просим о Божьей помощи и благословения для всей семьи. Помолимся также за всех, кто сейчас болеет, наших прихожан, наших близких. Просим дары здоровья для них всех, о Божьей помощи в болезни. Просим благополучное путешествие с Богом для Анфисы. Просим о здоровье и дарах Святого Духа для Казимиры, день рождения, для Максима, день рождения. Просим о даре здоровья для Юлии. Господу помолимся. Христе, услышь нас. Помолимся за наших усопших, за усопшего Валентина, 8 лет после смерти, усопших наших семей, усопших наших прихожан, о спасения Царствия Небесного для них. Господу помолимся. Христе, услышь нас. Помолимся в момент тишины в наших личных намерениях. Господу помолимся. Христе, услышь нас. Господи Иисусе Христе, сидящий одесную Отца, Ты пребываешь с нами до скончания века. Услышь наши молитвы, чтобы мы всегда были верны Тебе, живущему и царствующему во веки веков. Аминь. Обещание жизни.
Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей святой. Прими, Господи, нашу смиренную жертву в день славного вознесения Сына Твоего, и в этом священном обмене дарами сподоб нас вознестись к небесной радости через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Вознесем сердца. Возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий и Вечный Боже, ибо Господь Иисус, Царь Славы, Победитель греха и смерти, сегодня вознесся на небо при ангельском ликовании, посредник между Богом и людьми, судья мира и Господь господствующих. Он не оставил нас в нищете нашей, но дал нам надежду, что мы последуем туда, где нас предваряет Он Сам, глава наша и начало. Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля, и небесные силы, и ангельские воинства песни славы Твоей воспевают, непрестанно взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, поныне небеса и земля славы Твоей, Осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости. Поэтому мы стоим пред Тобой в общине со всей Церковью, празднуем святой день, когда Господь наш и Сын Твой единородный, немощное естество наше, прославив во плоти человеческой, вознесся и воссел одесную Тебя, Отца Всемогущего. Ради Него просим Тебя, Всемогущий Боже. Освяти эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Podobnym obrazem после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, Он подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите
и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Wielka tajna wiery. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобою и служить Тебе. Смиренно молим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, сделай ее совершенной в любви, вместе с Папой нашим Львом, епископом нашим Иосифом и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и прими их в свет лица Твоего. Всех нас помилуй и удостой нас участия в вечной жизни, вместе с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом и обручником, со святыми апостолами и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего, Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Мы называем себя детьми Божьими и воистину ними являемся, поэтому дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милостиво мир во дни наш, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Господи Иисусе Христе, в день Своего воскресения Ты приветствовал учеников Своих словами «Мир вам, не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее, Ты живущий и царствующий во веки веков». Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. И со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Огнец Божий,
Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званные на вечеру Агнца.
Помолимся. Всемогущий и вечный Боже, Ты позволил нам приобщиться на земле божественных тайн. Наполни наши сердца постоянным стремлением к небесам, где человеческое естество уже пребывает с Тобою, через Христа Господа нашего. Розарий был перед мессой, а сейчас еще перед пресвятыми дарами споем литанию Божьей Матери, как обычно в мае, месяц в мае. Это месяц, посвященный Пресвятой Богородице. Кто вчера был, то знает, вчера был Фатимский розарий и процессия вокруг храма с статуей Божьей Матери. И весь май мы молимся словами этой литании. А завтра начинается новенна перед сошествием Святого Духа. Очень рекомендую, чтобы кто может даже приходить на мессу и после этой мессы также молиться словами и литании, и этой новенны, и розарии, и все будет, потому что в память о том, что апостолы после вознесения Иисуса на небо пришли в горницу и пребывали в молитве. Пребывали в молитве и молении, как это читаем. И мы также, было бы хорошо, если мы бы эти дни до сошествия Святого Духа пребывали в молитве. Значит, не просто так молились, как обычно, а чуть больше. Призывая Духа Святого. Нам очень Дух Святой нужен. Поэтому рекомендую, а если кто не может приходить на мессу, на новенну в храм, то постарайтесь дома в своих личных молитвах тоже больше молиться и особенно молиться Святому Духу, призывая сошествие Святого Духа. Еще одно объявление. Я вам покажу такое, то повесим потом. С администрациями сегодня прислали и сказали, чтобы я отчитался потом до завтра, что я это вам сказал. Если такие ракетная опасность, угроза атаки беспилотников, угроза атаки и такие предупреждения, чтобы знать, что делать, когда будет угроза. Администрация рассылает, чтобы заботиться о нашей безопасности, поэтому я вам вот покажу, потом повесим. Кто захочет, то почитает, чтобы мы знали, как себя вести, если будет какая-то опасность. Надеемся, что никакой опасности не будет, но слушаемся администрации, которая заботится о нашей безопасности. Поэтому я показал, могу уже с чистой совестью отчитаться, что я вам передал. Сейчас выставление Пресвятых даров, литания и потом благословение Пресвятыми дарами. Да
Молись о нас, Пресвятая Богородица. Да удостоимся исполнения Христовых обещаний. Помолимся. Господи Боже, благоволи дать нам здоровье души и тела, и покровительством Пресвятой Богородицы избавь нас от зла на земле и одари вечной радостью на небе через Христа Господа нашего. Аминь. Под Твою защиту прибегаем. Пресвятая Богородица, не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда. Дева преславная и благословенная, Владычица наша, защитница наша, заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, Сыну Твоему приведи всех нас. К Тебе, Святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях, уповая на Твое могущественное покровительство. Ради Твоей любви к младенцу Иисусу и к Пресвятой Богородице молим Тебя, милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрел ценой Своей крови, и помоги нам, о могущественный покровитель в нуждах наших, мудрый хранитель святого семейства, защити избранный народ Христов. Любящий Отец, сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений и поражений в борьбе, которую мы ведем против сил тьмы. И подобно тому, как некогда Ты спас младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь охраняй Святую Церковь от козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над каждым из нас свой надежный покров, чтобы по Твоему примеру и с Твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить ее и достичь вечного блаженства на небесах. Святой Иоанн Павел II, святые наши покровители, наши ангелы-хранители. Эту тайну пресвятую славим поклонение, древнее установление новым упраздняется. Наша вера восполняет чувством недоступное. И родитель, и рожденный Вышних возвеличатся, им держава, честь и слава, и благословение, исходящее от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, Все радости в себе содержащий, помолимся. Боже, пасхальной тайной Христа Ты искупил все человечество. Удостой нас, вкушающих плоды Твоего милосердия, неустанно прославлять тайну нашего спасения и сподобиться участия в вечной трапезе Твоего Царства через Христа, Господа нашего.
а Ты, предводитель небесного воинства, не свергни сатану и прочих духов зла, бродящих по свету и развращающих